Дорогие друзья, работает? Вроде как звук есть. Дорогие друзья, сегодня день рождения нашей любимой Прасковьи Ивановны Чисталевой. Ей бы именно сегодня исполнилось 95 лет. И к этой дате я выполнила несколько своих обещаний. Обещала похудеть и сбросила. Она сказала, если вы похудеете, у вас еще будет больше энергии. Хорошо. Второе. Получила подарок на следующее лето. Поездку на теплоходе Тополине Шаляпинского центра в Самару и Тольятти. Я сразу сказала, эта поездка будет посвящена Прасковье Ивановне Чисталевой. Это ее родные места, ее любовь. Третье. Прасковья Ивановна из всех наших публикаций, которые выходят в музее, выходили и выходят в музей, больше всего любила каталоги личных фондов. Она говорила, насколько это интересно, насколько это увлекательно. Это достоверная информация, это достоверная история. И поэтому к этой дате мы выпустили книгу, которая называется «Творческая судьба Чисталевой». Творческая судьба Чисталевой. Дело в том, что личный фонд Чисталевой в нашем музее достаточно объемный. Он включает более 2000 единиц хранения. И этот фонд пополняли разные люди. Прасковья Ивановна Чисталева, вторая жена Прометея Ивановича Чисталева, Тамара Алексеевна Чисталева. У нас на первом этаже есть пианино, которое нам подарила как раз Тамара Алексеевна Чисталева. На нем сочиняла музыку Прометея Ивановича. Большую часть экспонатов мы получили от сына Прасковьи Ивановны и Прометея Ивановича Леонида Прометеевича Чисталева. Леня, он всем нам был ровесником, ну, конечно, за исключением студентов. И поэтому мы его просто между собой называли Леоня. И после ухода из жизни Прасковьи Ивановны большая коллекция поступила от ее родных, Романа, внука, который мы на все Романа оформили. На самом деле большая роль в этом принадлежит и Лене. И Лене отчество как Лена. Тоже как Леня, Лена. Федоровна. Лена Федоровна. А вы сохранили фамилию Чисталева, нет? Да. О, здорово, молодец. Вот Елена Федоровна Чисталева передала нам коллекцию. Я должна повиниться и сказать, что сюда не все вошло один к одному. У нас еще есть возможность выпуска когда-нибудь дополнения к этому или нового выпуска каталога. Но тем не менее основная часть здесь отражена. И эти материалы представлены в хронологической последовательности, по типам источников, и они позволяют действительно раскрыть многогранную творческую судьбу всех Чисталевых. Вот здесь на обложке у нас в центре изображен Прометей Иванович Чисталев, потому что все эти люди, о которых сегодня мы вспоминаем, они с ним связаны творческими узами, родственными узами. Его отец Иона Тимофеевич Чисталев, он был родом из Помоздина, Усть-Коломский парень. Прожил, к сожалению, очень мало лет. Он родился в 1893, а в 23 году он умер от туберкулеза в селе Подъельске, где и похоронен. Кстати сказать, в Подъельске ставили даже о нем спектакль по моей книге, которая вышла в 2011 году, которая, как называется, кто подскажет? Забыл, как называется. И мне было, конечно, очень приятно, когда я это все увидела на сцене, в этом селе, где так бережно хранят память о Чисталевых. Его брат, известный Тима Вень, писатель,
отчья мама была учительницей, очень известной, заслуженной. Она была одна из немногих награждена орденом Ленина. Жила, преподавала в Юрчинской средней школе. Елизавета Александровна Чисталева, она выходила еще раз после смерти мужа замуж, но тоже фамилию не поменяла, как Елена Федоровна. Но от второго брака у меня родился сын, это сводный брат Прометея Ивановича. Его звали Эдуард Александрович Гришин. Он стал профессором, доктором педагогических наук и был директором Владимирского педагогического института. Ну и, конечно, Леонид Прометеевич Чисталев, он стал и ученым, защитил кандидатскую диссертацию, кандидат философских наук. Он стал врачом, вот они вместе с Еленой Федоровной учились в Куйбышевском медицинском институте, тогда сюда приехали. Там у них родился как раз Роман, Ромка. Активно занимался Леонид Прометеевич политической жизнью. Он был депутатом Государственного Совета Республики Коми первого созыва. И этот первый созыв, конечно, был очень таким неоднородным, и очень много внутри его было неравнодушных людей, очень много было споров. И в частности, эти споры нередко выходили и на странице средств массовой информации, вот, в частности, Рита Чистоходова, может быть, кто-то помнит тоже, депутата, она что-то там против Леонида Прометеевича писала, и он отвечал, но, тем не менее, это была полемика, конечно, она шла на пользу этих республик. То есть, что не имя, то личность. Очень яркая, нестандартная и очень значимая в истории нашей культуры. И слово для открытия нашего вечера памяти, презентации книги, открытия выставки. А еще у нас, я так поняла, Елена Федоровна подготовила чаепитие, состоится в зеленом зале. Слово предоставляется начальнику департамента по научной и проектно-инновационной деятельности. Так долго вспоминала и так красиво произносила должность Миронову. Все правильно сказала? Да. Миронову Владимиру Валерьевичу. Очень перспективный у нас преподаватель, организатор и, надеюсь, большой ученый, пока кандидат физико-математических наук, но очень хочется, чтобы он дальше по этой линии пошел. Майя Ивановна, спасибо за аванс, так сказать. Но на самом деле у нас сегодня такое замечательное событие, замечательное мероприятие. Всегда очень радостно открывать вот такие мероприятия. Сегодня у нас, соответственно, выставка, посвященная творческому пути Чисталевых. Значит, целая плеяда получается, да? Прометей Иванович у нас был выпускник Коми государственного пединститута, ныне у нас один вуз, опорный вуз, да, соответственно, каталоги содержат более 1500 единиц хранения, музейные каталоги, и, соответственно, наверное, повторять за Майей Ивановной я и не смогу, на самом деле, повторить, потому что я не знаю, да, но, с другой стороны, то, что у нас выходят вот такие книжки, мы же подарим, да, сегодня, Майя Ивановна? Конечно. Вот. Соответственно, каталог, ну, не только каталог, еще и воспоминания, и другие материалы. Вот это вот, я считаю, что очень прекрасно тоже, поскольку это такой материальный памятник, да. Ну и раз уж, Майя Ивановна, вы говорите, что не все вошло, так, наверное, будет том 2. Но в этом смысле всегда этим, я считаю, что неплохо занимаемся, да. Благодарность, кстати, директору нашего музея Майе Ивановне. Вот. Ну и еще раз всех поздравляю с тем, что у нас сегодня вот такое прекрасное мероприятие состоится. Спасибо.
Дорогие друзья, вот здесь представлены публикации Прасковьи Ивановны Чисталевой. Вы их можете брать совершенно свободно, безвозмездно. А вот каталоги я буду вручать каждому, кто выступит с воспоминаниями. И я бы хотела первое слово предоставить Майе Васильевне Быстровой, заслуженной артистке России, народной артистке Республики Коми, которая пела при жизни романсы Прасковьи Ивановны Чисталевой на музыку Елены Викторовны Спиридоновой. Майя Васильевна. Да. Наверное, многие знают, что на стихи Прасковьи Ивановны были написаны вокальные циклы Ирины Блинниковой. Ну, будучи еще, в общем-то, лет 15, наверное, тому назад, эти циклы очень популярны были, они звучали в школах, звучали на различных мероприятиях. И одно произведение, которое, в общем-то, Прасковья Ивановна очень любила, я постараюсь сейчас вам как бы его продекламировать, но музыку вы услышите. Значит, это произведение называется «Прозрачен воздух в сентябре». Там, значит, музыка Блинниковой, слова Прасковьи Ивановны.